İkinci konuşmacımız Mihail Tassipov, Karçay Çerkez Cumhuriyeti Araştırma Enstitüsü'nden Abazin göçleri Osmanlı İmparatorluğu'na İskamları konusunda tepkini sunacaklar. Buyurun. Добрый день, уважаемые братья и сестры. Сегодня день для нас очень значительный и памятный. Почему? Потому что прошло 150 лет со дня изгнания наших братьев из исконных земель. И это, конечно, для нас очень тяжелая ноша. И мы стараемся не забыть эту дату и никогда не забудем эту дату. И мы будем передавать ее с поколения в поколение. Нас никак не уничтожить, не стереть с земли. И поэтому сегодня, конечно, доклады, конечно, будут насыщенными, яркими, я уверен. И потому я буду, так сказать, краток, чтобы дать возможность своим коллегам более еще, так сказать, шире и глубже выступить по данной тематике. Вопрос этой проблемы Кавказской войны встает таким образом. Почему вообще возникло вооруженное столкновение между царизмом и Кавказом? Да, это реальный вопрос, на мой взгляд. И историография данного вопроса очень обширна. В научной литературе, в публицистической литературе, в западноевропейской литературе, в российской литературе, в турецкой литературе. И этот вопрос уже неоднозначно отвечают многие исследователи. Историография данного вопроса заключается в следующем. Россия, исходя из своих интересов, стремилась любыми путями утвердиться в предгорьях Кавказского хребта. А горцы, отстаивая многовековой ареал обитания и привычные жизненные ценности, всячески противились этому натиску. И отсюда это элементарно возникло вооруженное столкновение между царизмом и горцами. В связи с этим можно трактовать этот вопрос и еще иначе. В каком плане? Что термин вообще Кавказская война, термин Кавказская война, которая появилась в русской и западной исторической литературе в первой половине XIX века, принято обозначать вооруженную борьбу между горцами северо-восточного и северо-западного Кавказа. С одной стороны. А с другой стороны, с Россией. В качестве, основной такой момент, в качестве одного из главных аргументов проводилась мысль о провокационном поведении самих горцев, которые в силу своей дикой и хищнической, в кавычках, натуры, совершали грабительские набеги на русско-казачьей территории. России якобы ничего не оставалось, как отвечать тем же, почему и возникло перманентное состояние войны. Мы не будем углубляться в идеологизированном и политическом пространстве вопроса, кто прав, кто виноват. Если, так сказать, с моей точки зрения, конечно, об этом очень писалось и пишут, с моей точки зрения. Давайте вот подумаем. Горцы с обнаженными кинжалами не пошли на царизм. Царизм со штыками.
пришел в их дома. Это элементарно. Не надо что-то исследовать, не надо, я думаю, что-то придумывать. Я думаю, что вы со мной согласитесь. По крайней мере, я выражаю свою точку зрения. Это одна сторона медали. В данном случае, если же еще раз взглянуть на историографию вопроса Кавказской войны начала, то покажется странно. Точка зрения официальной России. Общественное мнение складывалось так, что Россия несла цивилизацию. Это общественное мнение такое создавалось. Чтобы вытеснить первобытные, в кавычках, нравы и обычаи туземцев, варварских горских племен и так далее, и так далее. Мы еще раз, хочу подчеркнуть, не приглашаю на дискуссию, кто и в какой степени решал судьбы Кавказа в этот трагический период. Мы достаточно живем в современном мире, мы достаточно пользуемся интернетом, конечно, издательская деятельность очень совершенная есть у всех странах и народах, и вы пользуетесь спокойно, и я думаю, что здесь комментировать то, что я сейчас говорю, нет никакой надобности. Но хочу отметить, с течением исторического времени на эту тему были высказаны, еще раз хочу подчеркнуть, немало точек зрения. Ее актуальность, на наш взгляд, еще не исчерпана. Переходя вот к конкретной теме, я хочу сказать несколько слов. Вообще-то, конечно, мы знаем вот северо-восточный Кавказ и северо-западный. Это надо четко себе представить, вот, какая сторона войны была вот в этой части северо-восточной и какая часть северо-западной. Судя по источникам архивных и других многих, десятков, сотни, тысячи документов, конечно же, северо-западный Кавказ пострадал более, чем кто-либо. Более, чем кто-либо. В северо-западной Кавказе осталось горстка людей, горстка народов, которые каким-то образом и чудом остались на северо-западном Кавказе. А все остальные здесь, многие будут говорить, многие будут акцентировать на эту тему, конечно, были высланы. Не сотнями, не тысячами, я имею в виду не сотнями людей, не тысячами, а сотнями тысяч людей. Вообще-то в историографии встречаются очень странные вот цифры. Ну, вроде бы, значит, от десятки тысяч до сотни тысяч, до полмиллиона и прочее. Но в этом случае мы, так сказать, прибегаем к логическому мышлению. Если бы кавказцы, их было горцев, было мало, до сегодняшнего дня на чужбине не сохранились бы, и там же не сохранились бы столько. И потому это, конечно, по количеству населения Северо-Западного Кавказа, конечно, те цифры, которые показывают вот, некоторые историки, я думаю, что можно согласиться, там можете преувеличены цифры, можете преуменьшены, но в целом население Северо-Западного Кавказа, наверное, все-таки преобладало более, чем те цифры, которые называют исследователи. Ну, например, если мы приближаемся к нашей теме, вот в таком плане, вот я зачитаю эти цифры, не буду утомлять вас, вот, например, конкретно касающиеся, значит, Абазин. Но мы уже не говорим об убыках, которые полностью были истреблены, и те, которые остались, которые были переселены в Турцию,
Их тоже осталось, к сожалению, в Турецкой империи незначительное количество людей. Например, вот годы 1856 год и 1858 годы, вот эти годы интенсивно переселялось население Северо-Западного Кавказа в Турцию, в Турецкую империю. Я не буду здесь углубляться в тех цифрах, но вместе с тем, если эти цифры, которые показывают там данные биржи, данные современных историков, архивные данные, которые у нас, мы располагаем ими, то представьте себе, Шапсуга выселилась в то время, это середина 19 века, 165 тысяч. Только Шапсуга. Абазехов 273 тысячи. Слушайте, это, вы знаете, вот первая половина 19 века. Вот какие цифры. Вот Убыков 74 тысячи. Натухайцев 45 тысяч. Вот уже можно 500 000 приближается. Цифра вот здесь. Абазин 46 тысяч, то 40 тысяч, то 30 тысяч, которые показывают документы. И поэтому и не надо удивляться, что как народ вот Северо-Западного Кавказа сохранился по сегодняшний день. Ну, естественно, трудности были не просто так трудности, а трагические. Такие моменты были у народов, переселявшихся в Турецкую империю. И мы это помним и знаем, и достаточно осведомлены, что эта трагедия, конечно, сказалась и здесь, на территории самой Турции. Десятками, сотнями. И поэтому сегодня мы не будем вот акцентировать столько внимания на эти цифры, с каких мест выселялось. Это Новороссийск, Анапа, Джубга и так далее, и так далее. Вот во второй половине XIX века, царизм также спровоцировал на переселение в Турцию значительную часть абазин. Особенно переселение затронуло ту часть абазин, которые жили в горной полосе между верховьями рек Кубань и Урба. Конечно, в 1861 году основная часть абазин из этнической группы Шхарава, не желавшая подчиниться, переселилась в Турцию почти полностью, за исключением, так сказать, каких-то моментов. Это были кизылбековцы, тамовцы, чигреевцы, баговцы, баракаевцы. Причем баговцев в царской России оставалось 27 человек. Остальные все были высланы. По официальным данным, архивным данным, конечно, с 1858 по 1864 год, то есть уже по окончании Кавказской войны, большая часть абазин была выселена из своих исторических мест. Конечно, из данных, вот то, что мы сейчас излагаем здесь, еще будет изложено. Насильственное переселение части абазин в Турции, конечно, носило массовый характер. Массовый характер. Были случаи, когда абазины переселялись в Турцию под видом паломничества. Эти факты есть в архивных документах. Для отправляющихся на Богомолье были назначены 3 пункта. Керчь, Анапа и Сухум-Кале. По этим 3 пунктам, которые шли на Богомолье, отправлялись. По этим 3 пунктам они отправлялись. В источниках тех же архивных документах указано, что абазины и с ними же прикубанские нагайцы первыми являлись в большем числе просить разрешения выехать в Турцию.
Конечно, переселение части Абазин в Турцию некоторую роль сыграли и остатки патриархальных отношений и родственные институты. То есть, если, скажем, одна часть Абазин из одного рода переселились, другая часть того же рода оставалась на Западном Кавказе, то они, по примеру своих, так сказать, сородичей, уходили в Турцию, не понимая, что ждет тоже на турецкий берег. И, конечно же, абазины переселялись и семьями. И такие же факты и у многих народов. И вообще и есть такие факты, когда вот наряду вот с теми такими преследованием горцев, а их переселение в Турцию, есть еще секретная переписка главного штаба Кавказской армии, вот, с генералами там, Евдокимов, Филипсон и так далее. Вот в чем заключалась эта секретная переписка? Вот что содержится в этой секретной переписке? Они по пунктам. Они немного, я сейчас зачитаю. В просьбах о переселении в Турцию отказывать. Удивительно. Просьба о переселении в Турцию отказывать. Объясняя, что не дозволено государственными законами и что с принявшими подданство других держав будем поступать так, как с изменниками. При появлении в наших пределах, а имущество будет конфисковано, и крепостные лица получат свободу. Вот я не буду вот комментировать вот такая вот переписка тяжелая. Второй пункт содержимого вот в этой переписке. Самый продолжительный срок уволенных за границу, то есть в Турцию, назначить 1 год. То есть там невозможно было уследить того или иного лица, если он в течение года, скажем, покидает Россию, едет в Турцию, не уверен был он, вернется он в срок, не вернется. Если не возвращается, естественно, сразу его, так сказать, имущество конфисковывается. Это элементарно схема придумана была ими. Третий пункт. Желающие остаться далее, за границей, по болезни или делам своим, должны просить об этом через консулов наших. А вы знаете, в консулах сколько было забросано этих писем, просьб? Никто не отвечал на эти просьбы. Далее. Отъезжающие в Турцию обязаны окончить или надлежащим образом обеспечить исковые свои дела, которые тоже тяжба была для них. Шестое. Не брать с собой семейство и их людей, холопов, то есть имеется в виду, тех, которые сами не пожелают следовать за ними. То есть насильственно нельзя было взять своих холопов, насильственно нельзя было взять. И продавать их не дозволяли, и нельзя было продавать. В таких жестких таких рамках. Ну, речь, конечно, здесь идет о другом контингенте. При отъезде горцев за границу не препятствовать, продавать принадлежащие им имения, свободны от долгов и исков, и не делать никаких разысканий. С какой целью они продают собственность, а также не принимать по этому предмету никаких доносов. В общем, очень смутная вот эта темная, так сказать, переписка, вот то, что они творили. Они, конечно, келена решалась между этими генералами, и сами свободно поступали, как им управлять народом. А народ доверял, конечно, каким-то вот законам, которые непосредственно будут оставаться в их предельно того внимания, что вот эти законы должны были соблюсти царская Россия, но она не соблюдалась. Конечно же, таким образом, во второй половине XIX века махаджирство более широко затронуло ту часть Абазин, Шхарава. Она была более затронута, чем Тапанта. Положение Абазин, конечно, как и все, которые
так сказать, насильственно переселились в Турцию, как и многие другие горцев, было крайне, естественно, тяжелым. И она, конечно, об этом много писали наши исследователи, и мы с ними знакомы. Конечно же, турецкое правительство боролось тоже с теми, те, которые за свои права, те, которые были обмануты тоже со стороны Турецкой империи, горцев Кавказа, которые переселились, надеясь в надежде на что-то, чем эта Кавказская война. Здесь должны были, так сказать, обстоятельно задуматься о том, что как жизнь-то продолжается. Она, к сожалению, оказалась на турецкой земле не сладко им, если так сказать. Но были мятежи со стороны кавказцев, они продолжались из года в год, а те, которые, так сказать, не подчинялись и позволяли себя, вот, скажем так, на турецкой земле, они были насильственно выселялись в Сирию, в Иорданию и на то на остров Родос. Историография другого, второго плана моего доклада, это переселение, значит, потомков абазин, переселившихся в Турцию на сегодняшний день, то есть в новейшей истории Турции. Вот. И историография вообще вопросом переселения Турции занимались, я как сказал в начале своего доклада, и европейские историки, это австрийцы, немцы, французы, вот как, например, Рокштрах, Убичини, Беккер и многие другие. Но ими была исследована лишь одна сторона проблемы – кавказские махаджиры в Турции. То есть была предпринята попытка выявления, предположительно, численности махаджиров Турецкой империи. Я тоже вот не представляю, честно, вот это очень добросовестные были исследователи вот в этот период, во второй половине XIX века. Но как можно было вот численность определять, каким образом в этот период определять численность кавказцев на территории Турецкой империи, не представляется как. Ну, там примерно какие-то были цифры названы. Но за 150 лет депортации, большей части, мы будем касаться абазин, большей части потомков абазинских махаджиров не изучалось на территории Турции. Нам, благодаря Мухиддину Юмал, была представлена возможность в начале 21 века провести ряд экспедиций среди абазинского населения, ну, турецких абазин, на территории Турции. На территории Турции. Со мной в сопровождении были турецкие абазины, которые проживают в Турции. Экспедиции сопровождали. Это было в 2003, в 2005, в 2011 годах. Я посетил 48 абазинских селений в разных частях Турции. Это Варела Йозгат, Самсун, Токат, естественно, Искешехир, Адана и так далее. Вот я пытался провести демографическое исследование турецких абазин на территории Турции. На мой взгляд, я считаю, что где-то чего-то я в этом плане получил конкретные цифры. То есть, каково население турецких абазин? Сельского населения, но не городского. Городского это, нам это понятно, что это очень тяжело исследовать, но, скажем, в Кайсере, знаете, город Кайсере, все проживают абазины, адыги, там и еще единицы тамабуков,
Ну, это невозможно исследовать. Или в Искешихире, или в Анкаре, в самой же Анкаре. Потому легко было в селениях работать, в которых там они проживают. Ну, естественно, конечно, и даже в новейшей истории Турции меня и удивило много. Это, естественно, и это, естественно, почему? Потому что мы в России, в новейшей истории России, в частности, я хочу сказать об абазинах, на самом деле мы получили возможность после Октябрьской революции 1917 года получить письменность, на своем языке писать, на своем языке читать, на своем языке иметь телевидение, на своем языке иметь радио. Это великое достижение и России, и выиграли в этом и народ абаза. И в этом, конечно, гордость наша, что мы можем говорить и свободно писать, читать, выступать на телевидении, выступать на радио на своем родном абазинском языке. Это прогрессивное значение. Это пример, кстати говоря, и многим государствам мира. Абазин сегодня где-то в России проживает до 40 тысяч. До 40 тысяч. Абазин больше проживает в Турции сегодня, чем на Северном Кавказе. И вот вы сами сравните, о чем я говорю и о чем идет речь. Конечно, сегодня мы имеем своих деятелей культуры, ученых, писателей, абазин. Это гордость для народа, для этого маленького народа. У нас нет и 100 тысяч, но представьте себе, в этом русле, если будут протекать и другие национальные меньшинства, не только России, но и в других странах, в частности в Турции. Я бы хотел бы видеть наших абазин, которые сегодня читают, пишут, имеют, так сказать, свою письменность на территории Турции. И я думаю, что в будущем это не будет исключением. И поэтому, знаете, вот, когда вот мы сегодня собирались в фойе, ко мне подошли старшие поколения абазин и попросили, чтобы я, которых я знаю более 10 лет, чтобы я сегодня выступил и на абазинском языке. Я хочу исполнить их просьбу, если вы не возражаете. И хочу сказать 2 слова. Аллах разхаду, Ахмаджа, Вахмирай Айз. Жак промышка, шубиту, шубиш цхава, шубшеш цхава. Шара шагаль, шабышта, хабы шалу. Хара шара хбух шалу. Харью шашбах шалу. Шабыш тахтарит. Аллах разхаду, анги хамги. Шачамсу табарит конференция корпуншу сбалит. Жаш хорвазала, шачамсу шумхабсалата. Шизлах шизм куцва, штача шизм куцва. Абара яйтижу. Янабыз лаги, хайр шуната, звадар шуната, хабабавата, хабабаравурата, хасабико бахарбавата, хабамарзу, аджуя изазу шмарнуш бизшуасхат. Ябыз лаги, ханыз лаги, حبسيتا حبسيتا أقل حمتا قرار حمتا يا بس لقي شهد حبابات الله يحفظ الرزق. Спасибо за внимание.